Европейский молодежный форум European Youth Event, EYE, который в 2025 году проходил под эгидой Европарламента, оказался в эпицентре международного скандала после демонстративного ухода украинской делегации. Причиной стало выступление Дарьи Навальной, дочери погибшего российского оппозиционера Алексея Навального, которая была приглашена в качестве одной из ключевых спикеров мероприятия в Страсбурге. Организаторы представили ее выступление как центральное событие форума, что вызвало резкую реакцию со стороны украинских участников, особенно на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. Украинские представители отметили, что не были заранее извещены о включении Навальной в программу. Для них оказалось неприемлемым слушать выступления россиянки о правах человека и свободе слова, в то время как российская власть систематически нарушает эти принципы на территории Украины. Организаторы EYE, со своей стороны, подчеркнули, что отбор спикеров осуществляется на основании их опыта и соответствия тематике сессий. В то же время украинская молодежь получила возможность выступить на нескольких панелях и воспользовалась финансовой поддержкой Европарламента для участия в мероприятии. Молодежные форумы, подобные EYE, все чаще становятся ареной информационной борьбы и площадкой для продвижения различных политических нарративов. Российские лоббисты активно используют такие мероприятия для продвижения выгодных Москве позиций, стремясь легитимизировать свои взгляды в европейском публичном пространстве. Это вызывает тревогу у стран, пострадавших от российской агрессии, поскольку подобные выступления могут восприниматься как попытка сместить акценты и ослабить международную поддержку Украины. Российские лоббисты применяют комплексную стратегию для продвижения своих интересов на молодежных форумах, включение альтернативных спикеров. На международных площадках регулярно появляются участники, которые под видом независимых экспертов или защитников прав человека транслируют пророссийские взгляды. Их выступления подаются как вклад в плюрализм мнений, однако на деле они направлены на смещение фокуса дискуссий и легитимизацию интересов России. Создание и поддержка молодежных организаций. Через образовательные программы, стипендии, обменные поездки и конференции формируется сеть молодых лидеров, лояльных к российской повестке. Особенно активно такие инициативы реализуются в странах, где идет борьба за влияние на молодежь. Активное использование цифровых платформ. Российские структуры распространяют дезинформацию, мемы и видеоконтент через популярные среди молодежи социальные сети Telegram, TikTok, Instagram, YouTube. Эмоциональные и провокационные темы позволяют быстро вовлекать молодую аудиторию и формировать у нее нужные установки. Эксплуатация внутренних противоречий. Российские лоббисты умело используют недоверие к власти, разочарование в традиционных СМИ, евроскептицизм и протестные настроения, чтобы усилить поляризацию и подорвать единство по вопросам поддержки Украины и противодействия российской агрессии. Встраивание в повестку через партнерские проекты. Российские нарративы часто продвигаются не напрямую, а через совместные культурные, образовательные или гуманитарные инициативы, где российские участники занимают видные позиции среди спикеров и в оргкомитетах. В результате молодежные форумы становятся важным инструментом мягкой силы России. Через диалог, обмен опытом и неформальное общение формируется благоприятное отношение к российской политике, а также подрывается единая позиция европейского сообщества по ключевым вопросам международной безопасности и прав человека. Это позволяет Москве влиять на будущих европейских лидеров и общественное мнение, закладывая долгосрочные основы для продвижения своих интересов не только в Европе, но и далеко за ее пределами. Важно отметить, что подобные стратегии требуют от европейских организаторов повышенного внимания к отбору участников и спикеров, а также к возможным попыткам манипуляции повесткой и информационным пространством.